А продолжит эфир обзора экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий, которые проведут мои коллеги. Но начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сегодня находится на отметке в 73 рубля 77 копеек, а евро 88 рублей и 87 копеек. Говоря по обмену в Якутске, американскую валюту выгоднее покупает Солидбанк за 73 рубля 47 копеек, а продает Россельхоз за 74,16. Евро сегодня выгоднее покупает все тот же Солидбанк за 88,85, а продает СКБ банк за 89 рублей и 53 копейки. Банк Дом.РФ снял ограничения по возрасту для заемщиков, которые хотят взять ипотеку по льготной ставке на индивидуальное жилищное строительство. Кредит под 6,1% был запущен в качестве пилотного проекта в декабре прошлого года. Воспользоваться им могли заемщики в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет. Программа действует до 30 июня этого года. Однако уже теперь оформить кредит на строительство загородного дома могут не только молодые семьи, но и все граждане. Возрастные ограничения теперь стандартные для ипотечных программ. Заемщик должен быть не младше 21 года и не старше 65 лет. Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска, перенесших и инсульты, и стенирование, и операции на сердце. Соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них доведены в полном объеме. Программа показала свою эффективность, поскольку повышает приверженность пациентов терапии и реально помогает спасти тысячи жизней, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мероприятия заложены в национальном проекте «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Между тем, сироты получили бессрочную льготу на бесплатное обучение в вузах. По прежним нормам она действовала до 1 января нынешнего года. То есть без поправок в закон уже в этом году сиротам и инвалидам пришлось бы поступать на общих основаниях, а специальные сиротские квоты в учебных заведениях исчезли бы. Новый закон установил бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты. В Госдуму внесен законопроект о единой платформе вакансий. Одна из норм проекта вводит обязанность для ряда работодателей размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это касается органов власти разного уровня и тех работодателей, у кого в штате более 25 человек. Подробнее узнаем в экономическом обзоре. К нам подключается мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а какую главную цель ставят перед собой разработчики этого законопроекта, этой цифровой платформы? Но в первую очередь все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент – снижению безработицы. Так считает один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда. Все эти новшества, добавил Володин, будут особенно важны для тех, кому сложнее найти работу, людей с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта и граждан предпенсионного возраста. Это обзор экономических событий, в студии Иван Лазаренко. Безработным будет проще найти вакансию, а работодателям – сотрудников. Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о единой для всех в стране цифровой платформе вакансий. Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который является одним из авторов инициативы. Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала. Спикер добавил, что принятие этого закона также позволит снять межрегиональные барьеры в данной сфере. Таким образом, систему трудоустройства максимально приблизят к нуждам людей. По мнению Володина, в результате повысится качество и оперативность работы служб занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически. После вступления в силу изменений в антиотмывочный закон 30 января число отказов банков в открытии счетов и проведении операций клиентов снизилось примерно на 20%. Вступившую в силу поправки уточнили основания, по которым банки могут отказывать клиенту в заключении договоров банковского счета и в проведении операций. Мы надеемся, что это поможет на самом деле преодолеть ранние трудности по сбалансированию ситуации, когда кредитные организации зачастую перестраховывались и отказывали в банковском обслуживании,
заявили в Центробанке. Отмечается, что объем сомнительных транзитных операций в 2020 году сократился с 720 миллиардов рублей до 600 миллиардов. Вывод денежных средств на 1 января текущего года составил 52 миллиарда рублей против 66 миллиардов рублей годом ранее. Ну а в свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством регулятора поругала банки за использование скрытых комиссий при выдаче кредитов. Центробанк предлагает учитывать все услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита. Набиуллина отметила, что в условиях низких ставок банки тоже ищут способы увеличить процентный доход. Некоторые прячут реальную цену кредита в страховую премию и комиссии. Их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. И люди часто не понимают, во сколько им обойдется кредит, заявила Набиуллина. А в России решили ввести налог на старательскую деятельность. Новый налог затронет всех граждан, которые захотят заниматься старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе. В пресс-службе Минфина заявили, что законопроект должен быть представлен в правительство в сентябре и внесен в Госдуму уже в ноябре этого года. Также в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития. Поэтому сперва нужно принять закон о старательской деятельности, который бы определял это понятие. Около 5,7 миллиона квадратных метров жилья было введено в России в январе этого года, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, говорится в материалах Росстата. Согласно докладу, в январе введено 515 многоквартирных домов, а население возвело 20 тысяч жилых домов. Таким образом, всего построено почти 80 тысяч квартир. Объем работ по строительству в январе этого года составил 448,3 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах соответствует уровню предыдущего года. Общественная палата России и ЖКХ-контроль попросили Кабинет министров распространить субсидии на оплату коммунальных услуг на малоимущих граждан, имеющих задолженности по счетам. Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги, а они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидий, говорится в обращении. Авторы инициативы также предлагают использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние 2 месяца вместо полугода. Ожидается, что в случае принятия предложения количество получающих субсидий может увеличиться в 2 раза. Сейчас доля семей, пользующихся такой формой господдержки, составляет 5,4%. К этому часу у меня пока вся информация. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Василий, ну а я передаю слово тебе. С экономической ситуацией в стране и мире нас ознакомил Иван Лазаренко. Иван, спасибо. 850 миллионов рублей компания «Алроса» направит в целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия. В этом году на реализацию социально значимых проектов это стало возможным благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве, рассказывает наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В конце прошлого года истекло действие соглашения между «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений, которое было рассчитано на 5 лет. С этого года Целевой фонд будущих поколений начинает реализацию новой концепции развития на период до 2025 года с целевым видением до 2032 года. Так, в рамках подписания данного документа предусматривается реализация проектов опережающего развития региона, строительство объектов социальной инфраструктуры, создание условий для развития детей и молодежи. В целях реализации этой миссии мы подготовили ряд приоритетных проектов, которые мы будем реализовывать в течение этого времени. При этом надо сказать, что 90% поступлений в фонд – это поступления от акционерной компании «Алроса». Поэтому заключение этого соглашения для нас является ключевым условием для реализации нашей концепции, для реализации этих приоритетных проектов. По условиям соглашения «Алроса» продолжит оказывать фонду целевую финансовую поддержку. Напомним, с 2011 года компания выделила фонду на решение социальных задач более 7 миллиардов рублей. Данное сотрудничество является одним из масштабных направлений благотворительной деятельности «Алроса». Только за последние 5 лет на средства компании в Якутии было построено 13 объектов социального назначения и реализованы более 150 крупных проектов. На эти средства будут построены, отремонтированы здания, сооружения в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта. В селе Барагонцы будет построен культурный центр имени Василия Васильевича Кюльмюр. В селе Намцы будет построен дворец
культуры и духовного развития и другие социальные объекты. Впервые соглашение о сотрудничестве между «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений региона было подписано в 1993 году. В 2016-2020 годах основные средства, поступающие от «Алроса», направлялись на реализацию пятилетней целевой программы фонда «Во имя будущего». Помимо нее, с 2019 года «Алроса» финансирует через фонд комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающих на этих территориях. И в этом году из этих выделенных средств 150 миллионов будут предусмотрены на обеспечение чистой водой жителей Вилюйской группы улусов и села Жиганск. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Алданский политехнический техникум расширяет сетевое взаимодействие с СУЗами Якутии и России. Планируется заключение договора с транспортным техникумом Нижнего Бестяха. С подробностями Татьяна Вахнина. Автоматизация производственных процессов. На эту специальность будет осуществляться набор студентов в следующем учебном году. Набор будет проводиться в рамках договора о сетевом взаимодействии между Алданским политехническим техникумом и Нижнебестяхским транспортным техникумом. В настоящее время политехникум сотрудничает с СУЗами Якутска и Нюрбы. Во втором семестре к обучению в Алдане приступили 3 группы. Это будущие автомеханики и сварщики. На начальном этапе в Якутске и в Нюрбе студенты изучали общие дисциплины и теорию специальных предметов. Со второго курса упор идет на практику, и ребята продолжают осваивать профессию в Алданском политехникуме. Как нам пояснил директор политехникума Алексей Иванов, в будущем планируется расширение сетевого взаимодействия с СУЗами Якутии и России. На сегодняшний день появился ряд еще дополнительных предложений и уже обсуждены ряд вопросов, которые позволят область сетевого взаимодействия осуществлять еще с одним образовательным учреждением республики. Это с транспортным техникумом, который осуществляет свою деятельность в Бестяхе. То есть, таким вот образом нам создается в целом между образовательными учреждениями создать законченную систему обучения, это раз, а предприятия нашей республики в различных ее уголках обеспечить соответствующими кадрами, с соответствующим качеством подготовки. Предполагается, что автоматизацию производственных процессов студенты придут изучать на базе 11 классов. Стоит отметить, что кадры, подготовленные по этой специальности, востребованы в ряде отраслей, в частности, в сельском хозяйстве. Из желудка годовалого ребенка извлекли 117 магнитных шариков. Состояние мальчика в норме, его готовят к выписке из больницы. Малыш играл со своей старшей сестрой. Позже мама обнаружила пропажу половины деталей магнитного конструктора и обратилась к врачам. После обследования девочку отпустили, а ее младшего брата экстренно доставили в операционную. Снимок показал, что в желудке у мальчика собрался огромный ком из магнитных шариков. Специнструментами извлекли из желудка 117 мелких инородных предметов. К счастью, магнитные шарики притянулись друг к другу и не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную терапию. Сейчас ребенок в полном порядке, его уже готовят к выписке, говорится в сообщении. Охранник «Зимней вишни» заявил, что не сумел вручную запустить систему оповещения о пожаре, а в автоматическом режиме она также не сработала. Подсудимый в момент пожара работал в частном охранном предприятии, с которым заключили договор на оказание охранных услуг в торговом центре «Зимняя вишня». Антюшин в суде также пояснил, что трудовой договор и должностную инструкцию он не подписывал, обязанности ему делегировали устно. Цитата: «Мне говорили, что ваше дело – это охрана общественного порядка. По версии следствия, охранник не выполнил свои обязанности по оповещению посетителей торгового центра о пожаре. Вину по предъявленному обвинению он не признает». В Якутске служебная собака помогла задержать угонщика. Овчарка по кличке Галатея не в первый раз помогает раскрытию преступлений. На днях она привела полицейских прямо до места, где прятался ночной угонщик. Автомобиль 35-летней женщины был угнан ночью с микрорайона Марха. По горячим следам стражи порядка обнаружили угнанную автомашину в сугробе, однако в салоне никого не было. Было принято решение использовать служебно-розыскную собаку. Она быстро взяла след, который привел
к одному из многоквартирных домов в районе Кирзавода. Кинолог и сотрудники ГАИ застали злоумышленника в бойлерной. В руках он держал похищенный лобзик. В Нюрбинском районе пьяный водитель без прав врезался в опору уличного освещения. Трое из пострадавших находятся в больнице, водитель в реанимации. Больше подробностей расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он подключается к нам. Дмитрий, здравствуй, тебе слово. Василий, здравствуй. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Один из них взял машину у матери без ее ведома. Отправился к друзьям из села Жархан в село Антоновка. Распивая алкоголь, как водится, не хватило. Они отправились за добавкой в ближайший бар, расположенный в городе Нюрба. По пути произошла авария. Права управления водитель не имеет, все трое находятся в больнице. Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. В Алданском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионеру, повлекшего по неосторожности его смерть. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего местного жителя, который в ходе распития спиртных напитков совершил данное деяние. Дело в начале ноября 2020 года. Нигде не трудоустроенный обвиняемый, возвращаясь домой после распития спиртного, зашел в первый попавшийся частный дом, где у хозяина, 68-летнего пенсионера, попросил разрешения погреться. Получив согласие, стал распивать имевшийся у него с собой алкоголь. В последующем на просьбу хозяина покинуть его дом затеял ссору, в ходе которой избил пожилого человека. При этом, после того, как потерпевший потерял сознание, обвиняемый решил его обокрасть и, обыскав его одежду, похитил обнаруженные у него в кармане деньги на сумму 5200 рублей, после чего отправился домой. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался через непродолжительный промежуток времени, не приходя в сознание. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В Алекминском районе разыскивают водителя, сбившего пьяного пешехода. Он получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. 17 февраля в скорую помощь Алекминского района обратился 29-летний мужчина, получивший травмы в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД республики. Около полуночи в селе Юнкюр на него наехал неустановленный легковой автомобиль. Пешеход, с его слов, шел по левому краю проезжей части. Марку и номер транспорта он не разглядел, так как был ослеплен светом фар. Водитель с места происшествия скрылся, рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе операции «Профилактика» полицейскими выявлены 5 фактов незаконной продажи алкоголя. В одном из баров, расположенной по улице 50 лет Советской армии, 22-летний продавец продавал пиво на вынос. Также был случай в продуктовом магазине, расположенном на улице Каландрашвили. А инспекторами ПДН выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Установлено, что в баре, расположенном на улице Губина, продавец осуществил продажу спиртного напитка несовершеннолетнему, не уточнив его возраст. Помимо этого, возле одного из дома по улице Дзержинского участковыми выявлен факт реализации алкоголя 59-летним мужчиной из салона автомобиля марки Toyota Allion. И в поселке Жатай в одном из продуктовых магазинов осуществлялась реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии. По данным фактам составлены административные протоколы в отношении нарушителей. В Нюрбинском районе грузовик снес навес автозаправочной станции. Очевидцы сняли инцидент на видео. В единой дежурной диспетчерской службе Нюрбинского района рассказали, что инцидент произошел в селе Мар днем 18 февраля. Тягач МАН задел металлический навес полуприцепом с внешней стороны. В результате падения конструкции никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Работа автозаправочной станции приостановлена на несколько дней, добавили в единой диспетчерской службе. А теперь к происшествиям из-за пределы региона. Крупный пожар произошел на складе полиэтилена в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области в четверг. По информации ведомства, площадь пожара составила 600 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. А в Амурской области сошли с рельсов 25 грузовых вагонов. Это произошло в Сковородинском районе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России и Амурской области. Сейчас из-за ЧП произошла задержка поездов Владивосток-Омск, Самара-Владивосток и ожидаются задержки поездов Тында, Хабаровск-Владивосток. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет, говорится в сообщении. Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причины ЧП выясняются.
Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч. Да, Дмитрий, спасибо. Обзор чрезвычайных происшествий провел мой коллега Дмитрий Тымыров. Ну а далее узнаем о событиях за пределами страны. Мировые новости в эфире. Некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник Ви». Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». По данным издания, нехватка препаратов американского производства для дипломатов наблюдается во многих странах. Госдеп запрашивал для своих сотрудников 315 тысяч доз вакцин, однако пока получил менее четверти от этого объема. Газета отмечает, что российская вакцина еще не получила одобрения ВОЗ или американского регулятора, и Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться ею, однако позволил им самим принимать решения касательно здоровья. Парагвай, в свою очередь, получил первую партию вакцины «Спутник Ви». Прививочная кампания начнется в республике 22 февраля. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Южноамериканской республики в Твиттер. Ведомство опубликовало фотографии прибывшего груза. По словам Минздрава, полученные дозы будут использованы для вакцинации медицинского персонала, работающего на первой линии в борьбе с пандемией. Жителей одной деревни в Хорватии не покидает чувство тревоги. Их домам и полям угрожают карстовые воронки, которые образовались после недавнего землетрясения. Диаметр некоторых из них достигает 15 метров, и провалы почвы то и дело увеличиваются в размерах. Прогнозы геологов и сейсмологов неутешительные. Сергей Берец продолжит. Землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее в Хорватии 29 декабря, привело к гибели 7 человек и причинило крупный материальный ущерб. Особенно пострадали центральные районы страны. Одно из опасных последствий, от которого не может оправиться деревня Меченчани, многочисленные карстовые воронки. Таких провалов почвы здесь почти 90. Диаметр некоторых достигает 15 метров. Андя Желечевич вынуждена ютиться во временном контейнере. В ее доме разрушились лестница, дымовая труба, окна. Оставаться там опасно для жизни. Сначала образовались две круглые дыры, затем грунт начал оседать, и они соединились, а дальше произошел оползень. В постоянном страхе живут теперь Стоян Кришоевич и его жена. Возможно, им тоже придется расстаться со своим домом. Воронки со всех сторон вокруг нас. Неопределенность просто убивает. Не знаем, что может случиться завтра. Образование карстовых воронок и их динамика – предмет профессионального интереса для геолога из Загреба Ивана Косовича. Можно ожидать, что воронки будут возникать и дальше, поскольку настал период подъема уровня грунтовых вод. Их давление достигает максимальных значений. Это влияет на каменную породу, которая разрушается и осыпается. По прогнозам специалистов, велики шансы на повторение подземных толчков. Они могут произойти в любой день в течение ближайших месяцев, а это значит, что новые воронки тоже не заставят себя ждать. Остается только наблюдать за движениями почвы, чтобы вовремя принять меры по обеспечению безопасности людей. У жителей Европы появилась редкая возможность полететь в космос. Во вторник Европейское космическое агентство объявило о первом за более чем 10 лет наборе кандидатов в астронавты. Рассказывает Артем Сторонов. Европейское космическое агентство во вторник объявило о первом с 2008 года наборе новых кандидатов на участие в программе подготовки астронавтов. Подача заявок продлится с 31 марта до 28 мая 2021 года. С целью диверсифицирования экипажей в агентстве надеются, что среди желающих будет много женщин. Также впервые в истории освоения космоса кандидатами смогут стать люди с физической инвалидностью. От соискателей потребуется наличие гражданства страны, являющейся членом агентства, а также степени магистра медицинских, естественных, математических, инженерных или компьютерных наук. У нас есть астронавты с прошлого набора, они продолжают работать, и я надеюсь еще не раз увидеть их в космосе. Но в то же время нам нужны новые астронавты, чтобы обеспечить сменяемость.
Процесс отбора будет проходить в 6 этапов. На них будут тестировать научные и технические навыки кандидатов, их физические возможности, а также умение функционировать в условиях высокого стресса. В рамках предыдущего отбора из более чем 8 тысяч соискателей в финальную фазу прошли лишь 10 человек. На этот раз в агентстве ищут 26 новых астронавтов. Результаты будут объявлены в октябре 2022 года. 2 автономных аппарата-планера в течение ближайших 4 месяцев будут в подводном положении изучать возможное воздействие айсберга А-68 на животный мир островных территорий в Южной Атлантике. Айсберг откололся в 2017 году от шельфового ледника и продолжает разрушаться. Холодная вода, которая образуется при таянии, нарушает температурный баланс в акватории вокруг острова Южная Георгия, что может негативно отразиться на колониях пингвинов и тюленей, а также рыбных косяков. На этих кадрах испытания подводных роботов-планеров в Ирландском море. С помощью 2 таких аппаратов инженеры и ученые Британской организации по изучению Антарктиды и Национального океанографического центра исследуют воздействие айсбергов на природу Южной Атлантики. Часть отколовшегося в 2017 году от шельфового ледника Ларсена гигантского айсберга А-68 в декабре приблизилась к острову Южная Георгия. Он продолжает разрушаться, говорит участник экспедиции Пол Абрахамсон. Я нахожусь на борту исследовательского корабля «Джеймс Кук» примерно в 90 морских милях южнее острова Южная Георгия. За моей спиной айсберг А-68P, один из множества фрагментов, на которые раскололся айсберг А-68. Этот получил обозначение позже других. И хотя он уже гораздо меньше, чем был, его поверхность занимает около 100 квадратных километров. Мы здесь изучаем воздействие айсбергов на экосистему вокруг Южной Георгии. Остров и прилегающая акватория относятся к числу наиболее биологически разнообразных мест на Земле. Здесь больше известных науке видов морских организмов, чем у Галапагосских островов. Информация от роботов-исследователей поможет ученым понять, как влияет на колонии пингвинов, тюленей, стада китов и косяки рыбы экстремально холодная пресная вода, образующаяся в результате таяния айсбергов. Подводные планеры будут снабжать нас данными из глубин океана в течение многих месяцев после того, как мы покинем эти края. Аппараты, которые передвигаются под воздействием течений и с помощью батарей, измеряют температуру, плотность и соленость воды, содержание в ней хлорофилла и других веществ. Они периодически всплывают на поверхность, чтобы по спутниковой связи передать собранные сведения в Британию и получить новые инструкции. Роботы ведут также наблюдение за состоянием планктона, от которого зависят пищевые цепочки в океане. Южная Георгия – заморская территория Великобритании. Этот статус оспаривает Буэнос-Айрес. Аргентинские войска заняли остров во время Фолклендской войны 1982 года, но вскоре были выбиты британцами. Масштабная операция по спасению тысяч морских черепах разворачивается в Техасе. Из-за аномальных морозов пресмыкающихся получили оглушительнее холода, рассказывает Андрей Санников. Трескучие морозы в Техасе застали врасплох не только жителей штата, но и морских черепах, которые получили так называемое оглушение холодом. Это состояние, когда при резком понижении температуры пресмыкающиеся теряют способность двигаться. В итоге множество черепах вынесло на берег. Волонтеры уже доставили в конференц-центр, который переоборудовали для реабилитации животных, порядка 5000 особей. Эксперт этот случай называет беспрецедентным. Обычно за всю зиму в Техасе на побережье выносят не более 500 черепах. Добровольцы долгое время были вынуждены работать почти в экстремальных условиях. Они, как и миллионы жителей штата, из-за непогоды оказались без тепла и электричества. Под присмотром людей черепахи будут находиться до тех пор, пока вода в море не потеплеет. После их выпустят на волю. Костюм якутского модельера, старшего преподавателя АГИКИ Варвары Филипповой победил в фотоконкурсе «Платье для Джульетты» в рамках международного фестиваля «Костюм народов России» в Вероне. И таким образом все сложилось очень великолепно. Сама природа, минус 40 в этот день было на улице. Съемка проходила на сопке любви.
Юная модель из Taya Models воплотилась в образе Джульетты и прекрасно подала образ. Юный стилист Кира Тарасова продумала весь сюжет со своей командой Z-Studio. Фотограф Алина Неустроева сделала прекрасный кадр в экстремальных условиях, минус 40. Саяна Кендыл, это юный визажист, также создала образ для Джульетты. И вся эта творческая команда воплотила шикарный кадр, который покорил сердце всех на этом конкурсе. Кроме того, в номинации «Джульетта в миниатюре» второе место заняла работа студентки АГИКИ Светланы Даниловой, которая изготовила куклу под руководством своего преподавателя. Наш корреспондент Агафья Гоголева со Светланой сейчас на прямой связи со студией. Агафья, ждем подробностей. Здравствуй, Василий. Ровно 8 дней ушло на изготовление авторской куклы и примерно где-то 1500 рублей. Но сейчас об изготовлении куклы мы узнаем более подробнее у Светланы. Светлана, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте. Я впервые участвовала в этом международном фотоконкурсе «Ромео и Джульетта», и это моя первая кукла, которую создала собственноручно. На изготовление, как вы сказали, ушло 8 дней. Это, как сказать, проработка этапов, эскизы, наброски, какой позе она будет, какая эмоция она будет показывать, а также цвет ее платья и технические. Также могу рассказать про конкурс. Он проходит в Вероне очно каждый год, но в этом году решили сделать дистанционно. Организаторы являются Ассоциация «Русский дом» в Вероне, а председателем жюри является уважаемая Крутикова Ирина Владимировна, а также итальянский профессор Джорджио Баньоли. Светлана, расскажи, пожалуйста, где ты изготавливала данную куклу? Я изготавливала ее дома, потому что дома намного уютнее. Там и все инструменты под рукой, и обстановка намного, как сказать, располагающая, чем где бы то либо еще. И расскажи, пожалуйста, какие техники ты использовала? Самые разные. То, что вот подходит, к примеру, вот наконечник или гладкая поверхность, чтобы разгладить все вот рельефы. Ну, у меня материалы, как сказать, непрофессиональные, потому что я впервые познакомилась вот с этим, вот как изготовить куклу. И скажи, пожалуйста, впервые ли ты участвуешь в подобных конкурсах? Нет, я уже участвовала в международном конкурсе «Мода 4.0», который проходил в Иваново. Там я участвовала со своей первой коллекцией после Arctica Fashion Show, который прошел в 2019 году. А кроме кукол, что ты еще шьешь? Что у тебя есть еще? У меня сейчас есть 2 коллекции. Со второй коллекцией я недавно участвовала во втором фестивале Arctic Fashion Show, который проходит ежегодно. Называется «Под белым снегом Арктики». Сейчас у меня есть более 10 образов, которые хранятся у меня дома. И можно еще узнать, как зовут твою куклу? Дала ли ты ей имя уже? Кукла Мария. Не знаю, но мне понравилось это имя, то, что ассоциируется с чем-то благородным. Благородным, невинным. И я вот решила дать ей его. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовала, когда узнала, что ты заняла второе призовое место в международном конкурсе? Я была очень рада, я была в полном восторге, когда все жюри сказали то, что вот я вот заняла второе место, то, что вот они вот сказали еще заметку по поводу моей куклы, то, что она вышла у меня очень эмоциональная. Я очень старалась ее изготовить, но в изготовлении куклы было самым сложным, скорее всего, это придать ей гладкую поверхность, потому что пластик, он, как сказать, податливый, и когда ты где-то посильнее сжимаешь, там уже образуется яма. Но я довольна своей проделанной работой. А что было самое сложное в работе? Это, наверное, скорее всего, установить ее для фотосессии, чтобы скинуть
фотографии хорошего качества для конкурса. И последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее? Я бы хотела открыть свое дело, но пока не определилась именно с чем, но это будет что-то, как сказать, ручная работа, изготовление ручной работы. Спасибо. Ну, а мы, в свою очередь, желаем Светлане, ее преподавателю Варваре Филипповой, дальнейших творческих успехов. Василий, на этом у меня все. Передаю тебе слово. Да, спасибо. На прямой связи была наш корреспондент Агафья Гоголева. Двигаемся далее. Группа ученых, изучавшая останки 3 мамонтов, обнаруженных в Якутии в условиях вечной мерзлоты, смогла извлечь из зубов животных самую древнюю из известных на данный момент ДНК возрастом около 1 миллиона и 200 тысяч лет. Ученым удалось добыть и секвенировать самую древнюю из известных на данный момент ДНК. Они сделали это, изучив останки 3 мамонтов, обнаруженных в Якутии в условиях вечной мерзлоты. Часть из них была найдена еще в 70-х годах прошлого века, однако технологии для извлечения ДНК из них появились только сейчас. По словам ученых, процесс сбора и анализа данных занял несколько лет. Возраст самого старого из мамонтов составляет примерно 1 200 000 лет, самого молодого – около 700 тысяч. Генетический материал ученые обнаружили в зубах этих животных. Это невероятно древняя ДНК, примерно в 1000 раз древнее викингов и намного древнее самого появления людей и неандертальцев. По словам ученых, до этого момента самая старая из описанных ДНК принадлежала лошади, жившей на территории современной Канады около 700 тысяч лет назад. Изучив материал, полученный от 3 мамонтов, специалисты совершили удивительное открытие. Выяснилось, что самое старое животное принадлежало к ранее неизвестной генетической линии. Нас очень удивило это открытие, потому что до сих пор считалось, что на территории Сибири проживал лишь один единственный вид мамонтов. Изучение древних ДНК может помочь ученым заполнить пробелы в истории и биологии. Однако и у этой технологии есть предел. Например, изучить генетический материал динозавров, вымерших 66 миллионов лет назад, пока не представляется возможным. Переходим к новостям спорта. ВАДА и Европол будут сотрудничать по вопросам борьбы с допингом. Агентства подписали меморандум. Сообщается, что такая необходимость обусловлена тем, что расследования становятся ключевыми инструментами для защиты чистого спорта. Отмечается, что документ укрепит сотрудничество между ВАДА и Европолом с целью борьбы с незаконным производством и распространением допинга в Европейском Союзе. Организации в рамках соглашения будут обмениваться сведениями, а также координировать деятельность по сбору доказательств и проведению расследований, представляющих важность для обоих агентств. Бывшая спортсменка и экс-олимпийский министр Японии возглавит оргкомитет игр в Токио после ухода Йосиро Мори из-за скандала с его сексистскими высказываниями. Новым президентом Олимпиады в Токио стала 7-кратная участница игр Сейка Хасимото. В четверг она ушла с поста олимпийского министра Японии, чтобы возглавить оргкомитет турнира. По словам Хасимото, ее решение поддержал премьер-министр страны Йосихиде Суга. Он был очень добр и выразил надежду, что если я возглавлю оргкомитет, то приложу все силы, чтобы народ Японии вновь с радостью ждал игр. Он сказал, что гарантирует мне поддержку правительства. Хасимото заменит на этом посту Йосиро Мори, который был вынужден уйти в отставку на прошлой неделе после скандала вокруг его сексистских высказываний. Он, в частности, говорил, что женщины слишком много болтают на собраниях, чем вызвал волну критики в свой адрес. Это нанесло очередной удар по репутации Олимпиады, уже отложенной на год в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным опросов, почти 80% населения Японии считают, что игры, которые должны состояться в июле этого года, проводить не нужно вовсе. Однако власти надеются, что Хасимото сможет изменить общественное мнение. Она 4 принимала участие в играх в качестве конькобежки и 3 как велосипедистка. Хасимото – член правящей партии страны. Она занимала пост олимпийского министра с 2019 года. МЧС Якутии напоминает о правилах безопасности на катках. Этой весной на водных объектах планируется открыть 17 катков, и уже сегодня в Якутске официально работают 3.
В 202-м микрорайоне на озере Сайсары и озере Талая сотрудники ГИМС производят выборочные замеры толщины льда. Кроме того, проводятся профилактические беседы с посетителями о безопасном поведении на льду и раздаются информационные листовки. Российские спасатели и травматологи признали сноутюбинг самым опасным зимним развлечением. Только за неполный январь при катании на так называемых ватрушках серьезно пострадали 19 человек. Были случаи и со смертельным исходом. Что нужно делать, чтобы развлечение не обернулось трагедией, выясняла Олеся Васева. Разбежаться и на скорости сигануть вниз. Настоящее удовольствие. Катаются на сноутюбингах, в народе ватрушках и стар и млад. Родители не боятся отправлять вниз даже самых маленьких. Ребятишки постарше и вовсе на горке без сопровождения взрослых. Они там на лыжах ходят, за мою сестру не беспокоятся, и за меня тоже. Я уже очень много раз катился с горки. Даже 6 лет здесь катаюсь. Ну, горка же маленькая. Чего бояться? Ну и в принципе, там разграничения есть между трассами, так сказать. Поэтому вполне хорошо, нормально. Прошлый год было поинтересней. Поопаснее, но поинтересней. А в этом-то не опасно ничего. Не опасно на оборудованной трассе, гладкой, обязательно с бортиками. На неблагоустроенной тюб перестает быть безобидным развлечением. Так считают спасатели и травматологи. Мнение подтверждается статистикой. Недавно Следственный комитет России посчитал, за неполный январь, на который пришлись длинные каникулы, из-за катания на тюбах серьезно пострадали или погибли 19 человек. В Ленске на лыжной базе развлечения постарались максимально обезопасить. Мы сделали 4 для того, чтобы обезопасить катание. Когда общий склон идет, то есть тюбинги катаются хаотично, поэтому очень много столкновений. И мы решили сделать их отдельно, 4 трассы. То есть человек скатывается по своей трассе. Важно и то, какое положение на плюшке займет человек. Нельзя скатываться на животе или стоя. Не кататься вдвоем на одном тюбинге и не связывать несколько между собой. Ну и желательно, чтобы уклон горки был не более 20 градусов. Иначе сноутюбинг полетит вниз на опасной скорости. Все эти правила часто игнорируют. Еще один вариант развлечения с плюшкой – это привязать ее к автомобилю и, как говорится, прокатиться с ветерком. Здесь о безопасности вообще не идет речи. Человек может попросту залететь под автомобиль после его остановки. Ну или вылететь на встречную сторону и также попасть под машину. К слову, такие прецеденты уже были. Ну и если вас заметят сотрудники ДПС, они обязательно вас оштрафуют. Так что просьба не повторять этого. Мы попробовали прокатиться ради эксперимента и поняли, даже на минимальной скорости тюбинг разгоняется быстро, а при любой остановке автомобиля плюшка норовила залететь под него. Легко представить, что происходит на скорости. Мы повторять не стали, зато нашли много подобных роликов в Ютубе. В некоторых регионах России, например, в Новосибирске, где в начале года погибла 8-летняя девочка, призывают такие развлечения даже запретить и ввести большие штрафы за использование опасного инвентаря. Примут этого внимания власти, неизвестно, но в любом случае ответственность за собственную жизнь и жизнь своих детей всегда лежит на самом человеке. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Спортсменам сборной России запретили использовать песню «Катюша» на грядущем чемпионате мира по лыжным видам спорта. Ранее россияне предлагали использовать эту песню вместо гимна страны на церемонии награждения. Подробности расскажет Власий Сергеев. Он подключается к нам. Власий, под какую в итоге песню будут награждать россиян в случае, если они одержат победу на турнире? Василий, здравствуй. Организаторы чемпионата решили, что если россияне взойдут на высшую ступень пьедестала, то во время награждения будет звучать гимн Международной федерации лыжных видов спорта. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российским лыжникам не разрешили использовать песню «Катюша» вместо гимна на церемонии награждения на грядущем чемпионате мира. Международная федерация лыжных видов спорта отклонила предложение российской стороны и утвердила собственный гимн. Помимо этого, на соревнованиях наша команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Напомним, согласно вступившим в силу в декабре прошлого года санкциям ВАДА, российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов и гимна. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Германии с 25 февраля по 7 марта.
Мужская сборная России по водному поло со счетом 11-10 выиграла у команды Нидерландов в заключительном матче группового этапа квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в Роттердаме. Россияне заняли первое место в таблице группы «Б», набрав в 5 матчах 9 очков. Вторыми стали хорваты, в активе которых 8 пунктов. Далее идут французы и голландцы. На их счету по 5 баллов. На 5-й позиции с 3 очками расположились румыны. Последнее место заняли немцы, на счету которых 0 очков. В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Канады. Сборная России по футболу осталась на 39-й позиции рейтинга FIFA, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. На их счету 1461 очко. В первой десятке изменений также не произошло. Возглавляет таблицу команда Бельгии, в активе которой 1780 баллов. На второй строке располагается сборная Франции, у нее 1755 пунктов. Тройку лидеров замыкают бразильцы, у которых 1743 очка. Далее идут команды Англии, Португалии, Испании, Аргентины, Уругвая, Мексики и Италии. Футболисты Краснодара на своем поле проиграли загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2-3. В составе победителей дубль оформил Бруно Петкович. Еще один мяч забил Айяи Атьемвен. У россиян результативными ударами отметились Маркус Берг и Виктор Классан. Для выхода в следующий раунд турнира россиянам необходимо в гостях побеждать с разницей в 2 мяча. Напомним, Краснодар является единственным российским клубом, который сумел преодолеть групповую стадию Еврокубков. Ответная встреча пройдет 25 февраля в Хорватии. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Дэниел Роуз Коллинс в полуфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации в Мельбурне. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 6-2, 6-7, 6-1. В финале соревнований российская спортсменка встретится с чешкой Марией Боусковой, которая в 1/2 финала обыграла канадку Бьянку Андриеску. Касаткина вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. В данный момент она занимает 75-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На ее счету 2 титула под эгидой данной организации. На турнирах серии «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Перейдем к событиям якутского спорта. Квалификационный турнир по боксу на Олимпийские игры в Токио, который должен был пройти в апреле в Лондоне, перенесен на июнь. Таким образом, вопрос участия в Олимпиаде флагмана якутского бокса Василия Егорова остается открытым до лета. В данный момент якутянин находится на сборах в Кабардино-Балкарии, куда съехались первые, вторые и третьи номера сборной страны. Тренировочный процесс продлится до 28 февраля. Затем, после небольшого отдыха, сборы пройдут в Кисловодске. Якутянин Игорь Герасимов стал победителем всероссийского турнира по ушу саньда среди спортсменов не старше 18 лет. Соревнования прошли в Москве. В финальном поединке весовой категории до 65 килограммов воспитанник клуба «Небесная река» победил представителя Мурманской области. Эти соревнования стали для Герасимова контрольной проверкой перед важным стартом. В середине марта он в качестве победителя первенства Дальнего Востока выступит на первенстве России, которое пройдет также в Москве. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Василий, у меня на этом все. Передаю слово тебе. С победами и поражениями на спортивном поприще нас ознакомил Власий Сергеев. Власий, спасибо. Сегодня день орнитологов. Это специалисты, занимающиеся изучением птиц. Этот день начали отмечать в республиках бывшего Советского Союза, начиная с 1983 года. Именно в этот день, 19 февраля, было организовано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. На сегодня профессия орнитолога относится к категории редких профессий России, но благодаря им мы знаем эволюцию, миграцию, поведение птиц. По последним данным, фауна пернатых Якутии включает в себя 324 вида. Также часто отмечаются различные случаи залеты экзотических птиц. Так, в Нюрбинском районе обнаружили фламинго, в Хангаласском и Анабарском районах белоголового сипа. Но есть и исчезающие виды, например, якуша. По учету 2018 года их осталось только 10 тысяч. Во всем мире сейчас развивается орнитологический туризм. Это массовый туризм. И надеюсь, что в будущем и у нас такое будет, когда толпы орнитологов-любителей будут ходить, смотреть, фотографировать, узнавать биологию птиц наших.
Здесь очень много интересных видов, эндемиков, которых нету в других местах. Есть очень редкие виды, которых невозможно увидеть в других обстоятельствах. Так что занимайтесь орнитологией. Как перезимовали животные в Западной Якутии, а точнее в Мирнинском районе, узнала Марферина Алексеева. Нынче, в этом году, были небывалые морозы и в Мирнинском районе, что было очень необычно. Здесь, именно вот в парке «Живые алмазы Якутии», температура воздуха в январе не опускалась от минус 48 до 60 градусов, примерно целый месяц стояла. И поэтому мы сегодня приехали сюда узнать, как перезимовали эту зиму холодную наши животные. Большинство в парке преобладает копытные. Это изюбры, бизоны, олени, благородные олени. И также помимо копытных здесь живут также и экзотические животные, это павлины. И уже как вот февраль, где-то уже недели-две, животные почувствовали приближение весны, и даже кролики вышли на улицу. И сегодня мы пообщаемся с начальником филиала «Живые алмазы Якутии» и узнаем о том, как же провели зиму животные. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как в эту стужу перезимовали животные, какие особенности наблюдались? Ну, у нас в Мирнинском районе таких морозов уже давно не было, не замечали. А то 40-42, пару дней, недельку, а нынче почти 50-60 градусов. Более месяца стояло. Ну, животным, конечно, тяжеловастенько было, наверное. Ну, они так не говорят, что замерзли, но чувствовалось, что они замерзли. Холодно было, но потому что хорошо, что они все нормально выдержали это, потому что кормов много. Корма, сена качества много, комбикорм много и зеленые ветки. Вот основной рацион, поэтому упитанность у этих животных нормальная была, поэтому эти морозы хорошо выдержали. Но сейчас уже февраль месяц, но все равно температура держит 40 градусов вечером, утром. Ну ничего, нормально, уже чувствует, что тепло приближается и нормально себя чувствует. Ну, кормами нас обеспечивает, конечно, мы благодарны акционерной компании «Алроса», потому что они ежегодно софинансирование делают 4 миллиона рублей. На эти деньги мы покупаем комбикорм, заготавливаем веники и заготавливаем вот зеленую массу, сено. Мы и акционерная компания благодарна. Ну и плюс тому, вот вы ехали, смотрели, наверное, дорогу. Дорогу тоже на средства акционерной компании МУАТ по нашей просьбе чистят дорогу. Ну, дорога нормальная. Круглогодичный доступ, да, всех жителей населения есть. Круглогодичный доступ. И вот, знаете, что еще очень интересно, хотелось бы узнать, как животные Якутии чувствуют весну, как это у них проявляется? Ну, мне кажется, у них проявляется как-то, ну, настроение вроде. Они уже бегают, играются. Ну, вот как-то они чувствуют это лето. Ну, приближение весны. Более активны в жизни становятся. Ну, что они, вот так и... Вот они, красавцы, стоят, кормятся. А что еще сказать? Спасибо большое за комментарий. И вот хотелось бы узнать о самых актуальных таких вот новостях, которые будут у вас в этом году происходить. Может, какие-то планы приобретения животных? Ну, сейчас вот с представителями Департамента биологических ресурсов и основном акционерной компании хотим ставить вопрос, чтобы приобрести овцебыков. Потому что у нас раньше были они, но по возрасту основном погибли они. Сейчас хотим новое молодое поколение приобрести. Ну, если нам еще акционерное общество поможет авиатехникой, то специалисты министерства, они готовы поймать. С республики Саха-Якутия, с других регионов нет, потому что у нас в республике их полно стало, овцебыков. Вот планы. И как тепло будет, хотим, ну, ортодойду съездить, договориться с руководством, там какую-нибудь
животные тоже попросить у них что-то привезти. Ну, чтобы у нас люди приезжали, мирнинцы, смотрели, отдыхали, чтобы все довольны были. Хорошо. Удачи вам и процветания нашему парку. А я хочу напомнить, что уже буквально через неделю произойдет в парке очень такое долгожданное событие и для обитателей парка, и для мирнинцев, так как просыпаются самые сладкоежки, любители жителей Мирнинского района. Это два медведя, Леха и Умка. Да, приглашаем всех жителей Мирнинского района посетить парк. Ну а теперь о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане днем минус 21 градус, облачно, ветер от 2 до 6 метров в секунду. Вечером обещают минус 29, а ночью минус 32 градуса и снег. В Ленске минус 22, без осадков, облачность переменная, ветер сильный от 3 до 8 метров в секунду. Вечером минус 27 и ночью минус 31. В соседнем Мирном минус 28 градусов. Также похолодание сегодня наблюдается после недолгого потепления вчера. Облачно, ветер от 2 до 5 метров в секунду. Вечером минус 32, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус 35 по Цельсию. В Нерюнгре минус 20, переменная облачность, ветер также сильный 4,9 метров в секунду. Вечером минус 25 и ночью обещают аж минус 30 градусов. Зато небольшое потепление произошло в столице региона, городе Якутске, минус 29, облачность переменная. Ночью температура будет уже не минус 37-39, а минус 32. Ветер 1,3 метра в секунду, влажность 59%, давление 747 миллиметров ртутного столба. И к этой минуте у нас все. Спасибо, что все это время оставались с нами. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Всего вам доброго и до свидания.